Это не просто лекция про ПДД. Дети сегодня участники дорожного движения. Начали с велосипедистов. Что нужно сделать перед тем, как сесть за руль двухколесного друга? Вопрос для первоклашек оказался нетрудным. Мальчику необходима экипировка. Это перчатки. Да, ну что они защищают? Тут даже, видишь, помечено? Вот именно вот эти части, которые дольше всего заживают. Дальше. На колени. Это что ты защищаешь? Демонстрационные стенды – элементы улично-дорожной сети, столы, макеты. Учиться культуре поведения на дороге в этой школе не скучно. Инспектору помогают школьники постарше. Это участники турнира по ПДД. Так что их смело можно назвать специалистами в соблюдении дорожных правил. За руль еще рано, но с помощью тренажера семиклассники уже постигают азы автомобильной езды. А что мы защищаем? Ремень. Дальше что мы делаем? Смотрим в зеркала. В зеркала смотрим. Потом как нужно завести машину? Поравнять зеркала и потом завести. Чем? Ключом? Все тренажеры, столы, макеты стали доступны благодаря федеральной программе «Лаборатория безопасности». Центр образования пока единственная школа в Ингушетии, которая участвует в проекте. С начала запуска здесь несколько раз в неделю учат и показывают, как вести себя, оказавшись в дорожной среде. Первоклашки отвечают на все вопросы без запинок. Если быстро, надо надеть шлем, потом на рукавники. А вот для чего это велосипедисту нужно? То больно не было. Что тебе понравилось? На уроке водить машину. Что не понравилось? Ну, я не водила машину. Я не умею водить машину. Да? Как так? Не знаю. Ты 7 лет не умеешь водить машину. В Ингушетии по сравнению с прошлым годом снизились дорожные происшествия с несовершеннолетними. В большинстве случаев вина лежит на водителе, отмечает инспектор. К сожалению, у нас истекший период, у нас 2 погибших детей, 13 детей раненых. Есть моменты, когда дети участникам дорожно-транспортных происшествий являются как пассажиры. То есть они бывают пассажирами, которые не пристегнуты, и бывают вне детских удерживающих устройств. И есть дети, которые, переходя проезжую часть, а дети переходят проезжую часть в положенном месте по пешеходным переходам. К сожалению, не из соблюдения скоростного режима водителем они, к сожалению, страдали. Первая лаборатория безопасности в России открылась в 2016-м. Уже в этом году их планируют запустить еще в 25 регионах страны. Итак, проект охватит уже всю Россию. А инспекторы ГИБДД намерены и дальше проводить выездные мероприятия по школам Ингушетии. Хава Газикова, Магомед Шаухалов. Новости 24.